Здравствуйте! В эфире нашего телеканала «Новости», в студии Василий Радченко и главное к этому часу. Смог в Якутске вызван пожарами от Усть-Алданского и Чурапчинского районов. МЧС предупреждает о возможном задымлении еще 20 населенных пунктов. Передовыми назвали предложение Якутии участники круглого стола «Деловая Россия». Внимание экспертов привлекли меры развития арктических территорий. Летчики из поселка Тикси, а именно Антон Беркутов, в составе пилотажной группы установил уникальный мировой рекорд, совершив подряд 11 мертвых петель Нестерова. Смог в Якутске вызван лесными пожарами в Усть-Алданском и Чурапчинском районах. Там действуют 6 очагов. Всего на сегодня в Якутии зарегистрировано 23 природных пожара. Площадь, пройденная огнем, чуть более 800, а активного горения 1,5 гектара. За сутки возникло 3 природных пожара, 7 ликвидировано. Со стихией боролись 466 человек и 109 единиц техники. МЧС предупреждает о возможном задымлении в 21 населенном пункте на территории Чурапчинского, Амгинского, Татинского, Усть-Алданского, Тампонского, Усть-Майского, Горного, Хангаласского районов и города Якутска. Оперативная группа комиссии по лесным пожарам под председательством министра экологии Сахамина Афанасьева по указу главы Якутии накануне выехала в Чурапчинский район. Там действует 5 пожаров, 2 из которых локализованы и 3 действуют в Соловьевском, Булугурском и Хадарском наслегах. Также в Чурапчинском районе за лето сгорело 172 тонны сена. Администрация обещала оказать помощь хозяйствам и возместить стоимость договоров на закупку необходимой кормовой базы. Больше всех пострадали от лесных пожаров 2 района – Чурапчи и Татта. Межбюджетный трансфер должны направить, будем направлять в районы, и районы должны расходовать. В Республике Саха-Якутия в последнюю неделю растет класс пожарной опасности. Это связано с сухой устойчивой погодой. Сегодня по Чурапчинскому лусу приняли дополнительные меры по локализации и ликвидации вновь обнаруженных пожаров и действующих пожаров. 70 случаев коронавируса выявили за минувшие сутки в Якутии. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга Балапкина. Из них в Якутске 35, в Жиганском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском районах по 5, в Ленском 4 случая, в Верхоянском и Аймиконском районах по 3, по 2 случая зафиксировали в Абыйском, Алданском, Булунском, Намском и Хангаласском районах. За сутки лабораториями региона проведено почти 4000 исследований. У нас по всей территории республики наступил эпидсезон, связанный с гриппом и ОРВИ. В связи с чем количество вызовов на наши, соответственно, учреждения здравоохранения, в том числе и на скорые помощи, оно значительно увеличено. Поэтому нами принято решение. С завтрашнего дня дополнительно выходят еще студенты ординатуры, которые непосредственно будут оказывать помощь, в том числе по работе, для разъяснения гражданам алгоритма действий в случае, если выявлены признаки клинические ОРВИ или иной какой-то инфекции, в том числе и коронавирусной. Сегодня на базе одного из наших медицинских учреждений была поставлена первая вакцина от коронавирусной инфекции нашим медицинским работникам, которые непосредственно работают с короной. К другим темам. Законодательным новеллам господдержки бизнеса в Арктике был посвящен круглый стол в Москве. Он организован Арктическим правовым центром и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Ряд законодательных инициатив и решений региональных властей Якутии по поддержке арктических территорий эксперты оценивают как передовые. В частности, в республике принята стратегия социально-экономического развития этой территории. Действуют налоговые преференции, выработано решение о развитии точек экономического роста в 13 северных районах. Что касается привлечения инвесторов в проекты освоения Арктики, то якутская сторона настаивает на обязательной регистрации субъектов бизнеса на территории муниципалитетов региона. Налоговые поступления позволят модернизировать в ускоренном темпе объекты социальной инфраструктуры за полярным кругом. Тикси для нас является вообще неким таким флагом Арктики, поскольку это один из известнейших морских портов на Северном морском пути. Это и центр Булунского района, это поселок, который находится на перепутье, так сказать. Там есть и большой аэродром, который обеспечивает работу всех фактически воздушных судов. Это морской порт, который, конечно, нужно модернизировать. Александр Сергеевич Николаев, наш глава республики, принял решение заняться развитием этого поселка. Я думаю, после этого последует
последуют и другие решения по конкретным точкам экономического роста. И если условия для работы бизнеса не создать, то, в принципе, в Арктике ничего не произойдет, да, потому что тех ресурсов, которые необходимы для развития в Арктике, у государства их нет. Но для того, чтобы бизнес пошел в Арктику, он должен четко понимать, а что там надо делать, это раз, это указывает правительство. И самое главное, какие он получает преференции от того, что он будет в Арктике работать. Это тоже задача правительства, причем не только федерального, но и задача еще региональных властей. Жители других регионов смогут претендовать на жилищный кредит под 2% при переезде на Дальний Восток. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы «Дальневосточная ипотека». Новая мера касается участников региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Она поможет привлечь в ДФО высококвалифицированных специалистов. Кроме того, если кредит выдается на строительство дома, в качестве залога теперь разрешено использовать недвижимое имущество из любого региона. Постановление увеличивает и максимальный срок погашения с 240 до 242 месяцев. Также теперь в рамках программы доступна покупка жилья на вторичном рынке на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа. В Якутии в 2021 году создадут более 1000 мест в детских садах. На строительство и покупку помещений выделили почти 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Средства выделят в рамках нацпроекта «Демография». Строительство и приобретение пройдет в Амгинском, Алданском, Намском, Алекминском, Татинском, Усть-Алданском районах и в городе Якутске. Все планируется создать более 1000 мест. Финансирование предоставляется из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Всего направлено порядка 1,5 миллиарда рублей. 51 семья в Якутии улучшает свои жилищные условия в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Право на такую поддержку имеют граждане, которые постоянно проживают и работают в сельской местности. Им выделяется социальная выплата в размере 70% от стоимости жилья. На эти цели направлено 64 миллиона рублей. Кроме того, на строительство муниципальных многоквартирных домов предусмотрено более 25 миллионов. Отбор прошли наследие Верхневилюйского, Намского и Хангаласского районов. 4-квартирные дома должны достроить в этом году. После чего объекты переходят в ведение муниципалитетов, которые заселяют специалистов по договорам социального найма. Также по направлению «Современный облик села» ведется газификация поселков, строительство школ и детских садов, а также ФАПов. Всероссийские комплексные командно-штабные учения по вопросам ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов прошли в Якутии. В учениях приняли участие более 190 человек и свыше 40 единиц техники. В эти дни подобные мероприятия проходят на территории всей страны. Учения прошли в 2 этапа. Первый – приведение органов управления и сил якутской подсистемы РСЧС в готовность. И второй – отработка практических мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Практическая часть прошла на территории якутской нефтебазы в поселке Жатай. По статистике пожары на таких объектах происходят. И нужно немедленное реагирование к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. В большей степени вероятности на таких объектах происходят пожары. И, соответственно, пожар на таком объекте несет непосредственную угрозу вплоть до катастрофической. Ученые нашли на северо-востоке сибирской платформы в республике потенциальный источник нефти и газа. Уточняется, что ранее в ходе исследования одного из крупных по залежам битума оленёкского месторождения на платформе было выявлено, что органические вещества на поверхностях пород становятся источниками битума месторождений. На этом основании сотрудники института предположили, что на северо-востоке сибирской платформы могут быть также источники нефти. Залежи в перспективе можно обнаружить в осадочных бассейнах на арктической территории Восточной Сибири. Каждое алмазное месторождение уникально по-своему. Они различаются не только по цвету кимберлитовой породы, но и по форме, а также размерам. Определить по узорам на поверхности, с какого месторождения кристалл, может только профессионал. В Удачницком ГОКе это под силу специалистам цеха окончательной доводки. Какие алмазы характерны для разных месторождений, узнала Ирина Балкова.
октаэдры, ромбододекаэдры, кубы или сроски. Форма алмаза как отпечаток человеческого пальца, уникальна по-своему. В каждом алмазном месторождении превалирует та или иная форма, а по форме, цвету, строению граней, набору включений в кристаллах, физическим свойствам и совокупности этих признаков в каждом отдельном алмазе можно определить, с какого они месторождения. Это под силу только опытным профессионалам. Об особенностях алмазов из месторождений Илья Зайцев, заместитель главного геолога Удачнинского комбината, может рассказывать часами. Например, в руде трубки «Интернациональная» больше октаэдров. Среди кристаллов верхнемунского месторождения чаще встречаются алмазы округлой формы ромбододекаэдры. А вот алмазы россыпей Анабарского района совсем другие. Анабарские алмазы, то есть рассыпные. Там тоже преобладают окатанные формы октаэдров, ромбододекаэдров, переходных форм. Если Илья по цвету кимберлитовой породы может определить, из какого она месторождения, то его супруга может практически с точностью до сотых сказать то же самое про сами алмазы. Почти 10 лет она работает в цехе окончательной доводки минералогом. Алмазы разных месторождений можно разделить по особенностям их поверхности, узоров на поверхности. Например, для алмазов трубки «Удачная» характерно сноповидные и занозистые штриховки. На трубке «Зорница» чаще встречаются кристаллы с матированной поверхностью. Также на муне также есть кристаллы с матированной поверхностью и с корродированной поверхностью. В удачке такие кристаллы встречаются значительно реже. В цехе у минералогов существует такое поверье. Когда к ним поступает крупный алмаз, нужно обязательно его взять в руки и загадать желание. Говорят, обязательно сбудется. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Летчик из поселка Тикси Антон Беркутов в составе пилотажной группы «Первый полет» установил уникальный мировой рекорд в классе самолетов Як-52. Событие состоялось на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Пилотажная группа в составе 3 человек на поршневых самолетах Як-52 одновременно исполнили 11 петель Нестерова, более известных как «Мертвая петля». Количество петель для рекорда выбрано не случайно. В октябре 2020-го пилотажная группа отпразднует 11-летие со дня своего образования. Руководитель пилотажной группы Дмитрий Самохвалов выразил надежду, что полет вдохновит больше людей подниматься в небо и откроет новую страницу рекордов как для российского, так и для иностранного профессионального сообщества. На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжают следить за новостями. Оставайтесь на нашем канале.